Здравствуйте, товарищи! Учения ГОЧС на постоянной основе проводятся с целью обеспечить готовность населения к непредвиденным чрезвычайным ситуациям, напомнить алгоритм действий в случае ЧП и на практике отработать все основные моменты. Очередная тренировка для коллективов предприятий и организаций города прошла на стадионе «Труд». На учениях свою готовность к чрезвычайным ситуациям демонстрировали работники Сибайского филиала Учеринского горно-обогатительного комбината, Сибайских электрических сетей «Башкирэнерго», Сибайского предприятия «Газпром-Трансгаз Уфа» и поста «Архаян» единой дежурной диспетчерской службы гражданской защиты. На первом этапе учебной тренировки состоялась проверка оснащенности постов необходимыми приборами, медикаментами, спецодеждой и другими средствами. Отрабатываем норматив номер 8-9 совмещенных. Средства защиты кожи, средства защиты органов дыхания, противогаз. Внимание! Газы! Второй этап учений – отработка нормативов защиты от оружия массового поражения – состоялся в здании администрации города. Завершающим этапом стали тактико-специальные учения на постах радиационно-химического наблюдения. Тактико-специальное учение с постами РХН по определению локального источника радиоактивного излучения. Стронций-90 – это бета-лучи. И по определению отравляющих веществ в воздухе, удушающего действия и определение фактических метеоусловий. Это значит, посты будут определять скорость ветра и направление ветра. Основываясь на результатах всех этапов учебной тренировки, будут сделаны выводы, в каких направлениях население готово к чрезвычайным ситуациям, а какие слабые места необходимо проработать. Только работа над ошибками может быть гарантом того, что в условиях ЧС действия людей будут четкими и правильными. Ляна Кириллова, Данила Любаев, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.